Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Мужчина на расстоянии. Тоскует ли он по вам, скучает ли он без вас, хочет ли он перемен, да? Чтобы вы были вместе, чтобы вы как-то вот выстраивали свои отношения. Если тема вам актуальна и интересна, загадайте на себя и загадайте на мужчину. И давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну а вы друг к другу тянетесь, смотрите. Здесь и месяц с вашей стороны, с его стороны. У вас очень сильная эмпатия, вы друг друга чувствуете. Значит, мои хорошие, вот прям сейчас, да, себя честно спросите, вот какие чувства вы испытываете к нему? Скучаете ли вы по нему? Тянет ли вас к нему? Хотите ли вы перемен в ваших отношениях? Вот как вы себе ответите, точно так же и отвечает этот мужчина. Ровно теми же словами, ровно в том же объеме. У вас вот она связь, она настолько точная, настолько четкая, вы действительно друг друга во времени и в пространстве чувствуете. Если он вам снится, значит вы снитесь ему. Понимаете, если он о вас думает, значит и вы о нем начинаете думать, вспоминать. У вас тут все четко. Понимаете, знак равенства между вами идет. Сильнейшая эмпатия, сильнейшая. Но у кого-то отыграется, что вы родственные души. Возможно, в прошлых воплощениях вы уже были вместе, выстраивали отношения, да, были семьей, это точно. Вот. А у кого-то отыграется, что ваши души подписали договор, контракт, да, именно эту жизнь, быть вместе, быть рядом, поддерживать друг друга, любить друг друга. Вот. Так тоже может отыграться. Вижу, что вы полны сомнений, что-то вас не очень устраивает в его, поведение, отношения, либо его активность в вашу сторону. Но это все не так. Здесь мужчинка делает какие-то дела, какие-то поступки совершает, как, знаете, подгоняет даже, да, события подгоняет. Ему очень хочется к вам вот приехать, быть с вами. Но какие-то ситуации его не отпускают. Какие-то, вот смотрите, заторы, запоры, барьеры, да, что-то его не пускает. Да, он вам всего не рассказывает, он не хочет вас нагружать, он не хочет вас чем-то там, беспокоить, не хочет, чтобы вы расстраивались. Это есть, это я вижу. Но он это делает не потому, что он вам не доверяет, наоборот, потому что он бережет и хранит ваш покой. Потому что любит, девочки, любит. Если вы были в отношениях и вы расстались, потому что здесь я вижу, есть и такие люди, мужчина уже 1000 раз пожалел. Пожалел о том, что он не сохранил эти отношения, что он своевременно, да, не остановил весь этот процесс развода, расхода. И теперь он живет только одной мыслью, скорее мечтой, да, что у вас все будет опять хорошо, что вот он вернется, причем вернется с какой-то победой, с какими-то достижениями, как уходил мальчиком, но вернется мужем, да, и вы уже ему не откажете. Кстати, он ради вас готов видеть гнездо. Вот прям гнездо. У кого-то прям дословно отыграется, что мужчина готов купить недвижимость, да, чтобы вы вместе там жили. А у кого-то прям боялся очень отношений серьезных, там, боялся брака, семьи, боялся этой ответственности. А теперь прям жаждет этого, желает именно с вами создавать семью. Да, говорит, я хочу ответственности, я хочу жениться, я хочу о ком-то заботиться, я хочу создавать, да, создавать, не разрушать, не имитировать типа там отношения, а хочу создавать настоящую семью.
Так, а кто ревнует? Здесь есть девочки, которые ревнуют, которые считают, что у него там где-то кто-то есть, что он там где-то подженился, с кем-то сошелся. Значит, девочки, я вам говорю честно, там какие-то бабы крутятся, но они-то крутятся. А вот ваш мужчина, кроме вас, он никого не видит, он никого не признает. Они ему все какие-то отвратительные, никакие. Да, либо он женщин вообще не воспринимает как женщин, ну, как мужики в платьях, да, либо мужики накрашенные, там, симпатичные мужики, не более того. Либо, ну, они все безликие, понимаете. Вот безликие не привлекают, эндорфины не срабатывают, и он просто такой, ну, ходит среди людей разных полов, и все. Вот чтобы вы не думали. Да, есть там какая-то женщина, которая какие-то хитрые планы на него выстраивает, которая его там пытается к себе там приманить, подманить, но у нее ничего не получится. Абсолютно ничего. Он к ней абсолютно равнодушен. Ровно так, как и всем остальным. Его сердце отдано вам. Вам, девочки, вам. Если вы очень сильно поругались, ну, в жизни все бывает, да, люди могут поругаться, там, психануть, да, и вы, и он, вот как разругались в один момент, то мужчина уже совершенно не обижается, мужчина уже полностью остыл. Более того, он даже, вот как я говорила, да, себя винит в этой ситуации. Не думайте плохого, этот мужчина предан вам, этот мужчина вот, да, по судьбе вот к вам привязан, и он к вам стремится. Так. По поводу тоски. Ну, это не просто тоска, это вой, да, отчаянного человека. На него иногда так находит девочки, он же правда воет или плачет. Знаете, как рев у него какой-то идет. Но вы же это чувствуете, мои хорошие. Я же не зря вас попросила спросить себя честно. Вы же всегда чувствуете, что с ним происходит. Всегда. Вот прям как-то само собой, да, происходит, вы прям ощущаете его мысли, ощущаете его настроение. Даже вот когда он болит, вы ведь тоже это чувствуете. Это все есть. Сильнейшая эмпатия. И это эмпатия, умноженная на экстрасенсорику, не знаю, там ясновидение, яснослышание, и оно же с ними. Вот это я у вас вижу. Так, хочет ли он перемен? Ну, он не просто хочет перемен, он все делает для того, чтобы эти перемены произошли. Все. Видите вот эту лошадку, да? И он пытается эту лошадку вот поймать, чтобы на нее запрыгнуть и к вам скакать. Все делает. Абсолютно все. Перемены будут однозначно. Вот с его стороны я вижу перемены. А вот с вашей стороны, девочки, вижу, что на вас иногда что-то находит. Вы, не знаю, вроде как тоже, как его любите, вспоминаете, а потом начинаете резко на него злиться и говорить: ах ты там такой-сякой, как ты мог, там, 5-10. Вот как злитесь вы на него, находит на вас что-то. Вы видите, у вас тут кошка с двойным хвостом. Очень похоже, что вас поглазили, очень похоже, что вам плохого пожелали. Вот. И это не дает вам, ну, скажем так, сосредоточиться, сконцентрироваться и почувствовать себя счастливой. Знаете, как даже договориться вы с ним не можете, потому что себя не контролируете вот в плане эмоций, как что-то накрывает вас темной вот тряпочкой. Вас точно кто-то поглазил, либо кто-то вам, ну, плохого пожелал. Я бы посоветовала вам сделать чистку, либо просто сходить в храм, заказать за себя службу за здравие. Тоже очень хорошо помогает. Вот эту кошку надо убирать. И еще для кого-то отыграется как предупреждение, что в вашем окружении есть недобрая женщина, которая желает вам больших неприятностей. Либо усердно работает над тем, чтобы у вас были большие неприятности. Женщина идет как скрытый враг. Скрытый враг, да, вы, может, с ней общаетесь, может, она вам в лицо улыбается, сама там, извините, ножи точит в вашу сторону. Поэтому здесь нужно быть поаккуратней. Так, ну, у кого-то еще отыграется, что какая-то неприятность от женщины придет. Вот именно женщина как-то вас подставит, подведет. Что-то недобрая женщина затеяла, но вы ее точно знаете. Знаете, может быть, вы на нее полагаетесь, может быть, вы ей доверяете. Будьте поаккуратней. Так, еще из важного.
Этот мужчина какого-то ждет времени для того, чтобы начать с вами общаться. Либо, я не знаю, ему хочется какую-то тему с вами обсудить, но, не знаю, какой-то ему нужен повод. Либо что-то должно произойти, чтобы он начал с вами общаться именно на эту тему. Возможно, вы сейчас уже общаетесь, но он вам этого не говорит. Он чего-то ждет. Ждет. Это должно произойти, ну, буквально там в течение 2-3 недель. Вот. Как только это произойдет, ну, тут мужчинка прям включит на всю свой напор. Вот. И расскажет, и что-то будет предлагать, и вы уже начнете с ним насчет каких-то, ну, не знаю, встреч, либо совместных действий, вы начнете договариваться. Просто договариваться. Так, перемены между вами точно будут. По крайней мере, с его стороны это все уже запланировано, и он не откажется от своих мыслей, просто не откажется. И у кого-то прям отыграется, что вы его будете напрямую, например, там посылать, и он как будто бы не будет этого слышать, просто не будет этого слышать. Ему очень хочется быть с вами, видите, как защищать вас, оберегать вас, доказать вам, что он сглупил, что он поменялся, что он все понял, что он хотел бы исправиться и для вас, и в ваших глазах. Ну, как бы нужен шанс, нужна возможность. Если вы ему позволите, девочки, но он будет себя очень ярко проявлять. Если вы прям не хотите, либо вы не уверены, но он вас уговаривать будет. Прям в прямом смысле слова будет уговаривать. Какие-то добрые, не знаю, дела в вашу сторону будет делать, может быть, чем-то помогать будет. Ну, геройствовать, одним словом геройствовать. Типа, посмотри, какой я классный, да, дай мне шанс, дай мне возможность. Здесь вашей активности особо я не вижу. Скорее вы в положении человека, который ждет, ожидает, выжидает. Активность пойдет от мужчины. Причем очень яркая будет. Так, мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.